Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, как водитель «Опеля» не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться от сотрудников патрульно-постовой службы. Почему на требование? Да, музыку играл. Вы же прекрасно слышали, видели. Почему вы не замечали? Музыку слышали. И почему он боялся встречи с полицейскими. Покажем последствия столкновения Мерседеса и Volkswagen на улице Декабристов и сгоревший автомобиль на улице Азата Абасова. Снегом тушили. Снегом потом люди с балкона начали воду кидать. А также момент ограбления женщины в Нижнекамске. Была установлена причастность к преступлению ранее судимого 40-летнего местного жителя. Подозреваемый из-за похищенного телефона может 4 года провести в заключении. Это и не только прямо сейчас. «Опель Корса» с 3 молодыми людьми, у которых были признаки как алкогольного, так и наркотического опьянения, после погони остановили сотрудники патрульно-постовой службы в одном из дворов на улице Короленко в Казани. Водитель иномарки не подчинился требованию об остановке на улице Октябрьская. В попытке скрыться он заехал во двор и попал в западню из сугробов и припаркованных машин. Патрульных машин не могли его остановить в течение 40 минут. Водитель «Опеля» сам загнал себя в ловушку. Он не подчинился требованию об остановке на улице Октябрьская. Потом пытался оторваться от преследования сотрудников патрульно-постовой службы и заехал в один из дворов на улице Короленко. Дальше пути не было. Прямо на проезде большой сугроб и припаркованные автомобили. Почему на требование? Да, музыку играл. Вы же прекрасно слышали, видели. Почему вы не замечали? Музыку слышали. Все втроем? Да, конечно. Вот этот уважаемый тоже. На нас смотрел, ехал, да? На задний стекло. Хорошо, что сказал, должен пускать. У вас сколько вас преследовали? Почему не остановились? Музыку играл. Но чуть позже признался, все дружно пили, потом решили покататься. Хорошо себя чувствуете? Не выпивали сегодня? Да. Что, да, выпивали? Немного, да. И за руль потом. Да. У пассажиров «Опеля» полицейские, помимо алкогольного, заподозрили и признаки наркотического опьянения. Им предложили пройти медицинское освидетельствование в больнице на наличие в организме запрещенных веществ. Молодые люди отказались и признались, что за то же самое совсем недавно уже отбывали наказание. Статья предусматривает штраф до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Водители иномарки же передали сотрудникам автоинспекции. Имеется признаки алкогольного опьянения. Поэтому предлагаю пройти встречным прибором алкотестер. Отказываетесь. Не так алкоголем пахнет. Зачем приходить вообще? Не захотел он проехать и в больницу на медицинское освидетельствование. Что-либо подписывать также не пожелал. В протоколах вообще не будете расписываться нигде? Не хотите, нет желания. Водительских прав 28-летний молодой человек никогда не получал. Автомобиль также принадлежит не ему. Иномарку забрали на штрафстоянку. А самого водителя доставили в отдел полиции. Ему также грозит арест до 15 суток за отказ от медицинского освидетельствования при управлении автомобилем без водительского удостоверения. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева. Вызов 112. Мерседес и Volkswagen Polo столкнулись ночью на перекрестке улиц Декабристов и Шамиля Усманова в Казани. Водитель Мерседеса признался, что вина тут целиком и полностью на нем. Он рассказал, что двигался прямо по Декабристов со стороны Восстания. На перекрестке Шамиля Усманова остановился на запрещающий сигнал светофора и взгляд свой устремил в телефон. Краем глаза увидел, что загорелся зеленый. Соседние машины поехали, поехал и он. И через мгновение столкнулся с автомобилем Volkswagen. Только после этого мужчина понял, что зеленый загорелся не ему, а тем, кто поворачивает налево. Стрелка разрешала маневр и встречному такси, поворачивающему на Шамиля Усманова. Удар был сильный. Volkswagen после аварии был уже не на ходу. Мерседес отделался куда меньшими повреждениями. Люди в аварии не пострадали. 3 автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Спартаковская и Ипподромная в Казани. Дорогу там не поделили «Лада Гранта», «Шкода» и «Хёндай Солярис». Как рассказал водитель «Хёнды», он двигался по улице Спартаковская, «Шкода» ему навстречу. «Лада» же двигалась перпендикулярно по Ипподромной. Причина аварии, говорит, банальна. Наступай дорогу. В правую сторону выехавшей на перекресток «Лады» врезалась «Шкода». Удар был довольно сильный. Оба автомобиля отбросило на «Хёнды». Впрочем, корейский автомобиль получил минимальные повреждения. «Шкода» у него улетела. И на меня. Разбираться, кто прав, а кто виноват, водители отправились в Центр оформления ДТП.
«Лада» 9 модели загорелась в одном из дворов на улице Азата Абасова в Казани. В салоне в это время был ее владелец. Молодой человек приехал из пригорода за своим другом, хотел забрать его после работы. Ждал в автомобиле, не заглушив машину. В какой-то момент мужчина почувствовал запах гари. Вышел посмотреть, не в двигательном ли отсеке находится источник дыма. Не найдя ничего подозрительного, он закрыл капот, после чего увидел, что пламя уже охватило салон. Вот я, потому что на панике не знал, что делать, я просто кидал снег в салон. Владелец вспыхнувшей «девятки» рассказывает, когда увидел, как пламя охватывает его машину, просто растерялся. Огнетушителя не было. Как звонить в пожарную охрану, сразу вспомнить не мог. Огнеборцев вызвали очевидцы. Делал то, что подсказывает интуиция. Тушил сам. Снегом тушили. Снегом потом люди с балкона начали воду кидать. До приезда пожарных уже потушили. Рассказывает, сам живет в пригороде. На улицу Азата Абасова приехал за другом. У того как раз заканчивался рабочий день. Товарищ ждал в машине. Двигатель был заведен. Вдруг салон стал заполнять запах гари. Только подъехал, 15 минут постоял. Все нормально было. Потом резко провода замкнулись, чувствую, дымит. Выхожу быстренько посмотреть, что там с той стороны. Потому что, подумал, что это печка, вышел. Пока вышел посмотреть, здесь уже, еще больше стало. Просто в этом салоне горело, вот, торпеда. Там же мех, не мех, там. Машину, говорит, купил 2 года назад за 50 тысяч рублей. Ей тогда уже было 20 лет. Эти пару лет служила верой и правдой. Надеется, что вынужденный простой будет недолгим. Пока все, похоже. До восстановления. Бросать «девятку» он не собирается, а хочет ее восстановить. Прикинул, что это в любом случае будет дешевле, чем покупать другой автомобиль. Рамиль Галиуллин, Дарья Кореева. Вызов 112. 4 года в местах лишения свободы теперь может провести 40-летний житель Нижнекамска, увидевший в одинокой прохожей источник дохода. Она возвращалась домой, когда неизвестный ей мужчина подбежал сзади, вырвал сумочку и убежал. Догнать грабителя она не смогла. Самое ценное, что находилось внутри, это мобильный телефон. Его стоимость потерпевшая оценила в 16 тысяч рублей. Несмотря на отсутствие средства связи, она смогла сообщить обо всем произошедшем в полицию, а также вспомнить приметы нападавшего. Он поджидал свою жертву, спрятавшись в темноте под козырьком подъезда. Когда мимо прошла одинокая женщина, выждал время, чтобы она ничего не заподозрила. А когда подошла к своему подъезду, то подбежал сзади, схватил ее сумку и убежал. Она попыталась его догнать, но не смогла. О произошедшем 49-летняя женщина тут же сообщила в полицию. Рассказала, что из ценного в похищенной сумке был мобильный телефон. Сумму ущерба оценила в 16 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения грабежа. Ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника передали всем дежурным нарядам полиции. Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали 40-летнего жителя Нижнекамска. Стражам порядка мужчина хорошо известен. До этого он уже был несколько раз судим, но похищенного телефона при нем уже не было. Похищенный телефон злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил. Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Если мужчину признают виновным, то следующие 4 года он может провести в местах лишения свободы. Вердикт суда, вероятно, будет зависеть и от того, возместит ли он добровольно причиненной женщине ущерб. Сделать это возможность у него есть. До суда его отпустили под подписку о невыезде. Рания Абдрахманова, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.